20 декабря средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,20 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,15 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,82 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2072 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,8298 до 11,01 сомони, 1 российский рубль от 0,1510 до 0,1520 сомони. Цена на золото во вторник утром остается под отметкой в $1800 за тройскую унцию, почти не изменяясь по сравнению с прошлым закрытием торгов, следует из биржевых сводок. Общий объем государственного бюджета Таджикистана в январе-ноябре 2022 года составил около 31 миллиарда сомони. Это чуть более 3 миллиардов долларов, что на 3,6% больше уточненного плана. Об этом сообщает Министерство финансов республики. Сверхплановый доход бюджета равняется примерно 1,1 миллиарда сомони. Это около 110 миллионов долларов. Превышение плановых показателей объясняется в первую очередь увеличением сбора основных налогов, налога на доходы, налога на добавленную стоимость, акцизов. Доля налоговых поступлений в общих доходах бюджета страны составляет 66%. Возможно, отчасти на перевыполнение госбюджета повлияли октябрьские поправки, согласно которым плановый показатель по доходам до конца года сократился с 33 миллиардов сомони до 32,6 миллиардов сомони. В то же время не характерна для главного кошелька страны тенденция перевыполнения плана по доходам наблюдается с начала текущего года. Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник 19 декабря договорились ввести потолок цен на газ. Ограничение вступит в силу с 15 февраля, если стоимость газа на крупнейшей виртуальной торговой точке в Нидерландах будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение 3 дней. Перед введением предельной стоимости стороны несколько недель вели переговоры о том, как лучше справиться с энергетическим кризисом в Европе. Достичь соглашения на 2 предыдущих собраниях не удалось. В частности, скептически отнеслись к новой мере Германия, как страна с крупнейшим газовым рынком в регионе, пишет BBC. Ее поддержали Нидерланды, Австрия и Венгрия. Никто в Германии не против низких цен на газ, но мы знаем, что нужно быть очень осторожными, чтобы из лучших побуждений не причинить зла, заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Итоговый потолок оказался значительно ниже, чем первоначальное предложение Еврокомиссии, которая призвала ввести предельную стоимость в размере 275 евро за мегаватт-час. В Москве решение ЕС назвали посягательством на рыночные процессы, пишет Интерфакс. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия готовит ответные меры. В Узбекистане к 2025 году число зарядных станций для электромобилей должно вырасти как минимум до 2500 единиц. Это предусмотрено постановлением президента о расширении инфраструктуры использования электротранспорта. Предпринимателям разрешено с 1 января 2023 года продавать электроэнергию через свои зарядные станции. При этом стоимость услуги они будут определять самостоятельно, независимо от утвержденных в стране тарифов на электроэнергию. Другим постановлением о мерах по государственной поддержке организации производства электромобилей предусмотрено обеспечение электротранспортом органов госуправления государственной власти на местах. Всего планируется закупить для министерств, ведомств, госкомитетов, хакимиятов и предприятий с госдолей не менее 50% в уставном капитале 3863 электромобиля. Больше всего получит МВД, Министерство водного хозяйства, Узавтосануат и Министерство народного образования. До 1 января 2030 года юридические и физические лица, оказывающие услуги перевозки пассажиров на электромобилях и гибридах, освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение лицензии. Таким образом, власти Узбекистана намерены ускорить переход к зеленой экономике, уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу и популяризировать электромобили среди населения. Министерство энергетики Казахстана просит правительство увеличить в 3-4 раза предельный тариф на производство электроэнергии генерирующими станциями республики для модернизации предприятий и снижения износа их оборудования.
Выступая во вторник на заседании правительства, министр энергетики республики Булат Акчакулов сообщил, что средний износ оборудования ТЭЦ республики составляет 66%. При этом в ряде городов этот показатель превышает 80%. Средний срок эксплуатации ТЭЦ составляет 61 год, а около 76% теплоэлектроцентралей отработали более 50 лет. По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос принятия в 2023 году новой программы «Тариф в обмен на инвестиции». По оценкам министерства, программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надежность работы энергосистемы и обеспечит исполнение снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году.